Самый важный фактор профилактики распространения в лесу свиной чумы – предотвращение дальнейшего распространения инфекций в природе. Это возможно только в случае тщательного соблюдения всеми установленных требований биологической безопасности. Мы все должны быть способны обеспечить, чтобы охотник сам не стал переносчиком заболевания, а общая охотничья машина, охотничий домик и разделочная – очагом инфекции. Еще до выхода на охоту следует тщательно продумать все свои действия таким образом, чтобы в ходе охоты были соблюдены все требования биологической безопасности и охота была результативной. Имеется ли все необходимое для перевозки добытой дикой свиньи? Свободно и подготовлено ли помещение для разделки в охотничьем домике? Есть ли в морозилке место для добытой туши дикой свиньи? После удачного выстрела убедитесь в смерти дикой свиньи. Определите точные координаты выстрела. При необходимости позовите на помощь других участников охоты для перевозки добытой дикой свиньи. Чтобы сберечь природу от возможного дальнейшего распространения инфекции, после охоты перевезите застреленную дикую свинью в место, где вы будете обрабатывать тушу. Для этого дикую свинью перед перевозкой нужно упаковать в непротекающий материал таким образом, чтобы исключить попадание крови, других выделений или внутренностей в окружающую среду. Для снижения возможной опасности передачи вируса разделку осуществляет один определенный охотник. Важно собрать все выделения, образующиеся при разделке. При разделке обязательно нужно взять пробу крови на исследование африканской чумы свиней. При возможности проба крови берется из сердца дикой свиньи. Но если выстрел разорвал сердце, проба крови берется из полости грудной клетки. Пробирка для крови должна быть предварительно обозначена водостойким маркером, на него наносится номер охотничьей лицензии. Пробирка для крови надежно закрывается, следует убедиться в том, что она не протекает, и упаковать ее в чистый пластиковый мешок. Охотник, который произвел разделку, должен проверить удаленные органы, убедиться в отсутствии или наличии изменений, характерных для африканской чумы свиней. Удаленные у дикой свиньи внутренности с выделениями помещаются в специальный предназначенный для этого запираемый контейнер. До поступления результатов исследования тушу добытой дикой свиньи необходимо хранить в предусмотренном для этого хранилище. При возможности следует использовать холодильник. Дикая свинья должна быть идентифицирована. Во избежание перекрестного заражения следует избегать контакта с тушами других диких свиней. Необходимо учитывать, что дезинфекция грязной поверхности неэффективна. Для этого перед проведением дезинфекции нужно промыть все поверхности, соприкасавшиеся с возможным вирусным материалом. И лишь затем, когда видимая грязь удалена, можно приступать к дезинфекции.
Все это производится во имя того, чтобы обеспечить как можно более высокий уровень биологической безопасности. Все для того, чтобы охотник сам не стал переносчиком заболевания, а общая охотничья машина, охотничий домик и разделочная – очагом инфекции. Если по результатам лабораторного исследования дикая свинья окажется положительной на африканскую чуму свиней, свиную тушу необходимо поместить в контейнер и заказать вызов контейнера у акционерного общества Вирен. Если болезнь не будет выявлена, можно продолжать обработку туши в камере для хранения.